Пример святых мужчин, которых вдохновляют и помогают современности и мужское развитие в Священном Писании. И тут хотел бы на эти два аспекта сконцентрироваться на положительных персонажах, людях. Первый в Святом Писании, когда мы говорим про Святое Писание, то я вчера это говорил, что Святое Писание это не книга биологии, истории, это книга теологии жизни. Из-за этого, когда мы смотрим на Святое Писание, особенно на первые разделы Святого Писания, первую книгу со Святого Писания, то мы видим, что никто там в кустах не сидел и не подсматривал за Богом, выше кустов не было, что Бог сказал, как это было. Не? Но суть в том, что первым, кто является историческим человеком в Святом Писании, которого мы можем сказать, что он жил, и его имя, это Авраам. И тут варто сказать про Авраама, я не уменьшаю значимость этой части, которая не доказана исторически, бо она не для того, чтобы быть доказанной, бо хоть теологи и философы на протяжении веков не спорили между собой, и так вышло трошки с философами, биологами, но которые пока открыли, что жизнь пошла от воды, то теологи про это уже знали больше, чем добрых 15-20 веков. Из-за этого могут быть там споры, але я не уменьшаю эту часть, потому что она натхненная, и Пан Бог промовляє про це. Я только хочу показать, что исторический персонаж, которого мы можем сказать, что он был, это Авраам. И что цікаво у Авраама? Авраам, он является пример, без сомнения, для мужчины, пример, как надо побудовать свою жизнь, але в таком становлении духовном. Авраам, он богобойный, боязливый, растропный, размышляя про то, что происходит, он не импульсивный, он осознает выборы свои и прекрасно взвешенно это робить, что не можем сказать, что Авраам почул и пошел сразу, не, он распознает, или то, что он почул, это является Божьим голосом. Авраам справедливый, и Авраам доверчивый. И он памятливый в добром значении, что он помнит добро, которое он получил от Бога. И он не сомневается в Боге. И он распознает его голос, и из-за этого он идет за этим голосом. И что отбывается? Авраам себе живет, має свій маєнток, має жену, щасливий. І тут наступає той момент, коли він почув голос Бога, который ему показал, чтобы он взял весь свой добыток, встал и пошел туда. Який это был голос? Мы не можем сказать. Як Бог промовляв, никто не знает. Но это Бог промовлял не для нас, а для Авраама. И Авраам, когда почул этот голос, он не сомневался, что это Бог. Как мы не ожидали в нашей жизни, бо может быть так, да? И сколько, особенно где-то в трудных ситуациях, чтобы Бог, дай мне знак, Бог мне покажи. Проблема в том, что Бог-то показывает, только Он показывая нам в такий способ, який мы не ожидаем. А мы говорим, нет, Бог, ну вот покажи мне по-другому, да? Вот покажи мне, почему ты не показываешь, почему ты мне не помогаешь? А Бог
помогают. Это самая смешная история, когда кораблекрушение, да, и лодка есть, весел нету, не. Но тут так молится человек, спастись, смотрит, плывет весло. Но нет, он дальше молится Богу, как Бог спас его, не. Тут так проплывая следующий корабль, он дальше молится, что его Бог спасет. Только Бог промовляет, как мы понимали, что Бог промовляет про другого человека, про события в нашей жизни. Из-за этого, но расшифровать или распознать то, что Бог говорит, можем только мы. Это послание к нам. Это на том языке, понятным для нас. Из-за этого не надо шукать в 1000 человек, ты скажи, как мне жить, ты мне скажи, как мне поступить, ты мне докажи или там что-то, да. Не, ответственность моя и Богу, поміж нами. И Авраам берет, получается, весь свой добыток и идет туда, куда Бог ему говорит. Мало того, потом Бог обещает Аврааму, что будет его потомство великое, да, в 99 лет. И проблема в чем? Что то Сара посмеялась, жена. Але Авраам верил Богу. И он не сомневался, что Бог может в 99 лет создать его потомство. Не? Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община Мужчины Святого Иосифа хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом! Проблема в нас, что мы осознаем, что Бог всемогущий, но иногда Ему не доверяем. Что, говорится, доверяй, но проверяй. Не? И мы ожидаем, что Бог поможет, и осознаем, и знаем, что Он всемогущий, но до конца я все-таки, знаете, это так, как во время поездки, конной поездки, что в сумме доверяешь коню, пускаешь лейцы, али узечку, али чуть-чуть ее тримаешь, а вдруг вырвется, не, и галопом пойдет конь. И так мы не доверяем до конца, можем не доверять Богу до конца. Что да, как бы доверяем и верим, что Он всемогущий, али оставляем, а вдруг я не буду счастливый на дороге Бога. А вдруг то, что Бог мне подготовил, а вдруг оно не до конца будет для меня, я это приму, и я буду в этом счастливым. Не? И мы можем иметь такие сомнения. Авраам этого не имел. И он полностью посвятил, доверился Богу. И тут появляется проблема в каждом мужчине, что мужчина, в становлении мужчины, что мужчина, и он является человеком закрытым, и он решает сам свои проблемы, большинство. Да? Из-за этого, когда плохо, мужчина пытается остаться сам. Когда появляются проблемы, мужчина закрывается в себе и начинает думать. Из-за этого, когда начинается алкоголизм, мне в гараже при машине крутиться, муж избегая жены, не хочет разговаривать, будет тяжело, потому что не готов делиться, что он переживает внутри. Он тот, который имеет плечи широкие, и он не может быть слабым. Только проблема в том, что описание проблемы или поделение проблемами или внутренним миром, или то, что я переживаю, это не слабость.
А в этом мудрость. Бо когда я говорю, я вербально начинаю слышать то, что я переживаю сам. И часами не надо человеку давать совета. Часами человек начинает рассуждать вслух, и он сам находит выход. Часами достаточно человека выслушать. Не? И тут у Авраама, да, что он полностью доверяя Богу, и он не сомневается, он не боится. То, что нам иногда, вот как мужчинам, нам очень, очень тяжело, это потому что мы боимся показать слабость. Але суть в том, что в этой слабости есть наша сила, как мы тоже это осознавали. И Авраам за рок он отрымливая сына, и был вельми, очень радостный, все хорошо, дал имя своему сыну Изаак, Бог великий, все хорошо, радуется. И что происходит? Авраам так сильно увлекся сыном, что снова отвлек свое внимание от Бога. И тогда Бог опять промовляя до Авраама: возьми сына и иди на гору. И на гору, которая складывается жертву. И Авраам, который ждал этого сына, Бог ему дал. Не? И Авраам, слухая Бога, идет сына и по дороге осознає, что жертвы-то нету, что он ведет своего сына на жертву. Каждый из мужчин что сказал? Боженька, возьми меня, оставь моего сына, я герой, я отдам свою жизнь за сына. Авраам, который доверял Богу, этого не зробил, не был эгоистом. Что я спасу ситуацию. И он доверяя Богу. Бог знает, что робить. И иди на сына, и Бог говорит: зложи ахвяру со своего одиного сына. Авраам мог тоже опять: Боженька, я люблю своего сына, возьми меня. Пусть я буду этой ахвярой. Только как мой сын жил. Але Бог говорить, что сложи сына. И он не говорит, чи Бог ошибся? Авраам не подумал про это. А сколько раз мы осуждали Бога, что он ошибся? Кто-то заболел, кто-то помер, не вылечился, кто-то трагедия произошла. Что-то увидели мы грех другого человека. Что-то не по нашей мысли пошло. И, Бог все-таки неправильно поставил этого человека, например, директора мне. Все-таки як он может быть директором? Бог ошибся, не? Что позволил ему стать директором. Бог ошибся, что соседка у меня такая, что там соседи такие, не? Позволил мне тут поселиться. А я спрашивал, где мне жить, Боже? Какое место самое хорошее на земле, не? 59-я квартира, а 58-й бардак, не? И Бог ошибся. Авраам не сомневается в Богу. Вот это вот зерно мужности, что Авраам готов мужно отдать свое житие Богу, под владание Богу. Вот мужность, вот мужество. Не бояться поставить свою жизнь и отдать свою жизнь в руки Бога. Не сомневаться, что Бог спартачит что-то с моей жизни, нет? Это пример мужности. И Авраам, что до конца, и тут играет две вещи. У Авраама начинают эмоции, любовь к сыну.
Ён любіў сына, ён ждаў сына. Бог абяшчаў яму, што з этого сына начнецца народ цэлы паўстане, не? И Авраам не говорит, не спрашивая, не дискуссируя с Богом: «Боженька, ты точно уверен, что я его должен сложить на ахвяру? Ну ты ж мне обещал весь народ с меня, поколение. Ты помнишь про это?» Авраам молчит. И вторая вещь — послушание Богу, довер Богу. И он полностью доверился Богу. И тут эта часть эмоций, любовь к сыну и так далее болела, напевно, как бы мужику, сына, которого одиного мел, которого ждал 99 лет, дайте спокой, не? Пылинки сдувал. Со слезьми, может, там шел на эту гору, не, и болело. Але шел. Знаете, во время про мучеников, которых еще буду до их вертаться, коли у них была возможность уцячы, и был отца Хилеса и отца Германа, пришел офицер немецкой армии, и он сказал, что завтра приедет гестапо и будет чистка всех людей и всей вёски, местности, то отцы сказали: нет, мы останемся до конца со своими парафиянами, что мы останемся, лёс овечек — это лёс наш. И что произошло? Коли приехало гестапо, то свидетели говорили, что яны шли, але у одного руки дрожали со страха перед смертью. Но шел. И тут это большая разница, что мы можем по-людски быть ограничены, бояться, але как мы и шли за Богом. И Авраам является тем примером мужности, потому что в последний момент Бог остановил Авраама и исполнил эту обетницу. И это проверка, может, Авраама. Не знаю, что Бог будет нас проверять так, нет? А это не для того, чтобы проверять, а это для того, чтобы больше показать, что я над всем чуваю, что я опекуюсь всем тобой, твоей жизнью, твоими детьми, твоими справами. Я опекуюсь. И не надо тебе переживать 1000 раз. Ты злучися со мной, будь со мной, а я своей опекой зроблю за тебе много. В твоей семье, в твоем окружении и в твоей жизни. И Авраам является тем примером мужности, которой часто не хватает нам, потому что мужность не в том, что я буду тут теперь воевать с врагами, с грехами и так далее, что я все грехи побеждать буду. Я мужный, я разорву Голиафа, да, я. Не. Мужность, мужество правдивое — это отдать свою жизнь Богу. Теперь себе задать самый главный вопрос. Чи я настолько мужный, что я полностью отдал свою жизнь Богу? Чи я настолько мужный, маю эту мужность, отдать без каких-то условий, без оправданий, отдать все свое жыццё Богу? Бо Бог, Ён ніколі нас не подводит, Он досвідчує мы выпрабавання, але это выпрабавання для нашего взроста помогают нам. И Авраам стал отцом народов. Исполнил Бог свои обетования. Але все эти обетования исполнились благодаря тому, что Он отдал свою жизнь Богу. И тому варто задуматься про эту мужность, про этот досвід Бога, чи каб мы не шукали, як от дома до дому, чи не з дохвоцокому, не? Что Бог сказал тебе, а что мне сказал, а что тому сказал? Не, Бог промовляет до каждого из нас, и как мы чули Бога в такий способ, что только мы это услышим. И Он говорит до нас. И главное, как мы это почули, не? Бо если не почуем, не заметим, не, то не исполним Его волю, не? Хоть яна, дорога Божья, вот это дорога часами на гору, как скласти своего сына. И Бог не ошибается, как мы это осознавали.
Но для этого, для мужчин особенно, ну, это очень тяжело веровать свое життя Богу. Потому что мужчина перестает быть воином, который мает оружие. А на самом деле мужчина тогда становится оружием в руках Бога.